Древние украшения, глиняные кувшины с аланскими орнаментами, предметы быта – это лишь малая часть того, что удалось найти археологам. Здесь артефакты от эпохи Средней бронзы до Средневековья. Сегодня находки продемонстрировали главе Северной Осетии Таймуразу Мамсарову. Археологи рассказывают, что рядом с могильниками обнаружили поселения. Благодаря таким находкам ученые смогут выдвинуть новые теории об этническом составе местного населения и их культуре. Впечатления огромные. Мы давно часто как дилетанты говорили об этих местах, кое-кто их описывал, были добросовестные, добротные материалы, которые стали нам доступны через выводы ученых, их имена известны. Этот материал уже дает ответы на какие-то вопросы, поднимает новые вопросы, какие-то версии подтверждаются, закрепляются, появляются новые версии. Если все это в популярном виде будет описано и издано, то, мне кажется, это будет огромный вклад в то, что мы называем «Узнайте самого себя, и кто мы, и откуда, и куда мы в итоге пойдем». Все раскопки ведутся в станице Змейской. Работы начались в связи с реконструкцией федеральной трассы Ростов-Баку. Такие масштабные поиски здесь проходят впервые. Следы кобанской культуры в этих местах обнаружили около 50 лет назад, но более плотно исследовать территорию смогли только сейчас. Выяснилось, что X-XII веков здесь находилось огромное кладбище жителей Верхнего Джулата, одного из крупнейших городов Алании. Население было, в общем, достаточно мирное, боевых травм довольно мало. Чаще травмы бытового характера, там переломы носовых костей, переломы длинных костей. По большей части встречаются переломы вправленные, то есть медицина была на довольно высоком уровне, невправленные переломы встречаются крайне редко. Новые открытия здесь ждали и антропологов. Они обнаружили несколько сотен катакомб, в которых аланы хранили усопших. Ритуал захоронения в каждом из них особенный. Ученые склонны верить, что ритуал погребального обряда видоизменился из-за смены религии. При этом население не менялось. Уникальность материала заключается в том, что сейчас получен богатейший материал средневекового времени из змейских катакомб, из грунтовых могил, относящиеся к эпохе Средневековья. Здесь можно рассказать как о вещах, используемых ими в быту, в религиозной практике, так и о самом антропологическом материале. Такое большое количество черепов, скелетов, которые отправляются на определение, не было известно до сих пор никому никогда. Найденные артефакты в скором времени пополнят музейную коллекцию. Сейчас все предметы на реставрации. Специалисты работают над тем, чтобы максимально воссоздать первоначальный облик каждого предмета древности. Елена Черенкова, Евгений Маркин, Осетия ТВ.